фото в ней, подписал цитатой героя, героя-злодея Бэйна из «Темного рыцаря». Неважно, кто мы, главное, какой у нас план. Вот посмотрим, какой план будет у Хабиба Нурмагомедова в этом поединке против Джастина Гейджи. Ну и, к слову, о плане. Впервые Хабиб Нурмагомедов будет проводить поединок, не готовясь под руководством своего отца. Абдулманап Нурмагомедов летом трагически ушел из жизни. И в этом тоже еще одна интрига. Как будет готов Хабиб? Потому что мы знаем, что Абдулманап был большой, огромной частью жизни Хабиба. И как спортсмена, и как человека. Он был для него всем. Я считаю, он был для него всем, даже больше, чем то, о чем ты говоришь. И я думаю, что сейчас Хабиб дерется не столько за пояс, а сколько за память и наследие отца. Да, это один из важнейших боев, если на данный момент, наверное, не самый, на данный момент, наверное, даже самый важный, учитывая все обстоятельства перед этим поединком, подготовку. Вы знаете, сейчас смотрю на этого парня, и есть ощущение большой ответственности, которая на нем лежит. И только вдумайтесь, сколько всего защищает в этом бою Хабиб. Это и 28-0, это и титул в легком весе, ну и память своего отца. И флаг нашей страны. Так, Хабиб в октагоне. По-хозяйски. Очень уверенно вошел в клетку Нурмагомедов. Немножко зрителей не хватает, да, вот этого ажиотажа. Есть плюс, очень хорошо слышно подсказки тренеров, но все-таки вот эта атмосфера, даже через телеэкран, когда бойцы заходят в октагон, как публика реагирует. Сейчас было видно, как улыбнулся Нурмагомедов куда-то в зал, и по движению камеры стало понятно, что это Даниэль Кормье. Он тоже один из комментаторов этого боя. Это два больших друга. В зале AKA они тренируются вместе, постоянно друг над другом подшучивают. И Кормье и Хабиб — это два лидера AKA. Но вот теперь Кормье закончил карьеру, и Хабиб это знамя тоже водрузил на себя и понес. Ну вот сейчас так переглянулись, и было очевидно, что Кормье пожелал Хабибу удачи. Is the main event of the evening. Our three judges scoring this contest at Octagon side are Ben Cartlidge, Derek Cleary, and Sal Diamato. When the action begins, our referee in charge of the Octagon, Jason Herzog. This championship bout is sponsored by P3, the official protein snack of the UFC, and Call of Duty, Black Ops, Cold War. Unravel a conspiracy decades in the making, available November 13th. And now, for those in attendance and UFC fans watching around the world, this is the moment you truly all been waiting for. Live from UFC Fight Island in Abu Dhabi, it's time! 5 rounds for the undisputed UFC Lightweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record, 22 wins, 2 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Denver, Colorado, by way of Southford, Arizona, USA, presenting the interim UFC lightweight champion, the challenger, Justin the High Gage. And now introducing the champion, fighting out of the red corner, an undefeated mixed martial artist, holding a perfect professional record,
28 wins, no losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Dagestan, Russia, presenting the reigning, defending UFC lightweight champion of the world, Khabib the Eagle Nurmagomedov. Как никогда, по-моему, старался Брюс Баффер, объявляя этот бой. Итак, совсем скоро все начнется. Александр Садоков, Григорий Стангрит, экс-чемпион IBF по боксу. Эдуард Троиновский, ваши комментаторы. Хабиб Нурмагомедов на наших экранах. И, возможно, главный бой в его жизни На данный момент. Осторожно, вот такое большое расстояние между бойцами. Обратите внимание. Даже не характерно. Обычно бойцы в целом ближе стоят друг к другу, но здесь прям вот расстояние очень большое. Даже в предыдущем бою мы увидели сразу более близкие дистанции. Мы, говоря о плюсах Джастина Гейджа, позабыли о еще одном. Это лоу-кики, которыми он наносит колоссальный урон своим соперникам. Вот сейчас с передней ноги Гейджа забросил во внутреннюю часть голени Хабиба. Хабиб, разумеется, этот фактор также имеет в виду, и я думаю, что во многом из-за этого держится дистанцию сейчас российский боец. Хабиб пока выжидательную такую тактику выбрал. Но центр клетки сейчас именно за Хабибом. Такой микроэпизод, но тем не менее инициативу едва-едва заметную все-таки держит именно российский боец. Пока ни одного удара. Кроме лоу-кика. Кроме лоу-кика, да. Один лоу-кик от Джастина Гейджа, и еще один. И в попытке удара в голову. Ух, как здорово. Гейдж пытается встретить Хабиба. Попал, но не потряс. Попал, но не потряс. Очень хорошо готов Гейдж встречать Хабиба в стойке. Мы видим. Только попытка сблизиться от Нурмагомедова, и Гейдж встречает. При этом выбрасывал он этот сумасшедший правый оверхенд, опустив голову, не видя, куда бьет. Опасно будет Хабибу подходить к сопернику. Мы уже сейчас это видим, понимаем. Длинный апперкот выбрасывал Хабиб Нурмагомедов против Тавареса. Этим ударом он бой, по сути, закончил, но здесь мимо. Лоу очередной заходит. Обратите внимание, как бежит буквально Гейджи на свободное пространство, не давая прижать себя к сетке. Да, перевести Гейджи в центре октагона будет очень сложно. Хабиб это понимает, загоняет он потихоньку Гейджи. Ох, опасно. Опасно, да. Гейджи машет... Ох, здорово джебом попадает Хабиб. Мне нравится, что машет по воздуху Гейджи. Да, но опасно. Еще один лоу-кик. Сжимает, увеличивает давление Хабиб. Знаю, что у Гейджи бензобак, не сказать, что огромный. И сможет ли он вот так вот долго противостоять такому давлению, очень большой вопрос. Хабиб начинает загонять Гейджи. Колено. Кто-то увидел Хабиб, согласитесь. Более явно начинает он реализовывать свой геймплан. Растерян Гейджи немножко, растерян. Не дает он ему содраться, не дает ему подготовить комбинацию. Задергал. Гейджи не понимает, чего ждать. Ударов, прохода. Но лоу-кики все равно у Джастина опасны. Хорошая двойка. Несколько раз Гейджи промазал размашистыми ударами. Я думаю, что это тоже отчасти лишило его уверенности в своей ударке. Хабиб продолжает поддавливать. Джастин Гейджи многовато суетится, есть такое ощущение. Не совсем он понимает, что ему предпринимать. Растерян, реально растерян. Но Хабиб интересно сыграл на разнице в темпе, то есть он начал не очень... Попал. Левый бок, да, аккуратнее надо, внимательнее быть.
Гейджи вроде бы посчитал, видимо, что все нормально, темп в порядке, а когда Хабиб взвинтил темп, Гейджи немножко потерял. Все-таки очень внимательно нужно быть, потому что Гейджи опускает голову и выбрасывает куда-то туда, вдаль удар. Ох, слева попал Джастин. Внимательно, внимательно. И первый проход в ноги. Ну и сейчас посмотрим, сможет ли Хабиб контролировать Гейджи. Сейчас зафиксирует ноги, да, зафиксировал. Джастин говорил, что я лучший в том, чтобы вставать после тейкдаунов, но пока этого он не делает. Либо осознанно, либо Хабиб не позволяет. Боюсь, что да, вот второе. Для Джастина. А для Хабиба все в порядке. Он хорошо подводит этот раунд к своему завершению. Будет попытка Рычаг локтя выходит. Времени очень мало. Очень-очень мало времени у Хабиба. Наверное, вряд ли он успеет. Спасается Джастин, спасается. Конец раунда. Все, а это был только первый раунд. Ну, несомненно, Гейджи в первом раунде уже понял, что такое быть соперником Хабиба Нурмагомедова. Знатную перестрелку устроили бойцы в первом раунде, 24-22 по нанесенным ударам в пользу Хабиба, но как опасно было всякий раз, когда свои удары доносил Гейджи, согласитесь. Да, да, но опять же, Хабиб, как я и говорил, у него тоннаж больше, он начал давить, у него жестче удары. И вот здесь вот как раз Гейджи немножко растерял, ну немножко, а даже сильно растерялся, то есть он не готов был к такому тоннажу, к такому напору, хотя сам попадал. По-прежнему Хабиб работает первым номером, вынуждает Гейджа отступать. Немного суматошная атака от Джастина Гейджа, хороший джеб от Хабиба. Джастин привык боксировать, то есть драться тогда, когда соперник стоит, когда он дает ему, а здесь ему реально сложно. Он вроде наносит удары и получает в ответ. Вот давит Хабиб. Хабиб его даже не то что давит, а летит на него. Летит, конечно. Орел. Не чувствует, грубо говоря, как будто не чувствует его. Есть, забирает спину Нурмагомедов, и это очень здорово. В фулл-маунте находится Хабиб. Огромные проблемы сейчас у Джастина Гейджа. В таком положении Нурмагомедов находится. Вот так. О, треугольник забирает Хабиб. Треугольник. Все. Сдался Гейджи. Или нет? Все. Вот так это получилось, как-то буднично, согласитесь. Возможно, самый трогательный и душераздирающий момент в единоборствах, который мы сейчас наблюдаем. Хабиб Нурмагомедов плачет после потрясающей победы над Джастином Гейджи, удушающим приемом во втором раунде. И только сейчас мы можем видеть, какой большой груз находился на плечах Нурмагомедова. Вот обнимается Джастин Гейджи с Хабибом. Но и большой вопрос к рефери этого боя. Явно он передержал Джастина Гейджа в этом треугольнике, который заткнул Хабиб Нурмагомедов на его шее. Буквально на секунду, на две вот он не видел. Да. Или не понял этот жест от Джастина Гейджа, или не понял. Но, честно говоря, Хабиб, это не особо такая очевидная была ситуация, выход на треугольник. Вот сейчас, да, вряд ли можно было представить, что из этой позиции вдруг Хабиб пойдет делать треугольник, отдаст как-то, да? Забрал руку, опасно выглядит. И это был стиль, возможно, своеобразный. И здесь Хабиб, конечно, мастер высочайшего уровня, сориентировался очень быстро, закрыл треугольник. И сейчас мы увидим, как истово начал молотить Джастин Гейджи в знак сдачи, но почему-то Джейсон Херцог не видит этого. То есть он несколько секунд, дал он провести лишних Джастину Гейджу в этом жестком захвате. Просто у Гейджа рука так как-то двигалась, рефери ему подумал, что он пытается то ли отпихнуть от себя Хабиба, то ли как-то, может быть, нанести какие-то удары, потому что уже начал, видимо, засыпать Гейджи. И судья, как вы видели, руку попробовал, что она уже расслаблена, и остановил все это. Но как легко это получилось? Потому что мы сейчас смотрим, кстати говоря, на лучшего бойца мира, независимо от весовой категории. Хабиб Нурмагомедов до этого боя стоял на второй строчке позади Джона Джонса. Я думаю, сейчас, и Хабиб сказал, что во вторник я буду на первом. Во вторник просто обновляются рейтинги UFC. Я думаю, сейчас вопросов нет. Хабиб Нурмагомедов лучший боец, независимо от весовой категории. И все эти эмоции, которые он, наверное, придерживал до поединка, они сейчас
and накатили. gentlemen, referee Jason Herzog has called a stop to this contest at 1 minute, 34 seconds of round number 2, declaring the winner by technical submission due to a triangle choke, and still undefeated at the UFC Undisputed Lightweight Champion of the World, Khabib the Eagle Nurmagomedov! Вот так выглядит 29-0. Хабиб Нурмагомедов, неоспоримый чемпион в легком весе и действительно лучший боец мира вне зависимости от весовой категории. Суперзвезда. И пояс едет обратно в Россию. Мы поздравляем Хабиба, поздравляем Россию, всех любителей единоборств с победой. Самый доминирующий чемпион смешанных единоборств. Номер 1 паунд по паунду. Gather your emotions, but I see your cornermen taking the gloves off. Your thoughts on an epic championship performance tonight. Congratulations. Поздравления. Alhamdulillah. First of all, I want to say Alhamdulillah. God gave me everything. Бог дал мне все. Thank you for these guys. These guys with me. Эти ребята со мной. Been with my father more than 20 years. All my team, okay, with Coach Hab, I love him so much. All my team. Благодарить команду, тренеров. Today, I want to say, it was my last fight. Это был мой последний бой, говорит. Without my father, it was first time when after what happened with my father, when UFC told me about Justin, I talked with my father, my mother, 3 days. Когда UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью 3 дня. I promise her it's gonna be my last fight. Она не хотела, чтобы я дрался без отца, но я пообещал, что это будет мой последний бой. I have to follow this. И я пообещал, и я должен это следовать. I know only one thing, what I want from UFC Tuesday. You guys have to put me on. Я единственное хочу от UFC, поставьте меня во вторник на первое место паунд по I паунду. deserve it. Я этого заслужил. UFC undisputed. Неоспоримый, побежденный чемпион UFC. 14 years, 29 in all my former career, you know. 29-0, 29 побед, ни одного поражения. I want to say thank you, Lorenzo, Pepita. Спасибо, Лоренцо Thank you, Ферхите, Dana Hunt, Dana White. all guys. Thank you so much. And of course, I don't forget about Joe Silva, who signed me here in UFC. Joe Silva, thank you. Естественно, не забуду свою Сильву, Everybody around the world with all pandemic stuff, they're doing great show, you know. Несмотря на всю ситуацию в мире, они все равно делают отлично свою работу, ставят большие шоу. Thank you, brother. This is Благодарить Джастина Гейджа за бой. I know you're great man. I know how you take care of your close people. Я знаю, что ты очень хороший человек, я знаю, как ты заботишься о своих близких. Because one day it's gonna happen something, because you never know what's gonna happen. Будь близок со своими родителями, потому что никогда не знаешь, что Thank произойдет you, в guys. будущем. Thank you, coach. I love you so much. Спасибо, My спасибо, teammates, тренер, я люблю тебя. Rizwan. Ризван Магомедов. Alhamdulillah. Today is my last fight here. Сегодня был последний бой в UFC. So as you put the gloves down, you do so as the #1 pound-for-pound fighter in the world. You go out the way you wanted to as the undisputed UFC lightweight champion. How hard was it to do for you в overall? качестве лучшего бойца мира. It was my father's dream. Это была мечта моего отца. Dustin and Conor gonna fight January. I choked him out both of them. Дастин и Конор будут дальше драться. И для моих болельщиков, если скажу для болельщиков России, будет неправильно. Просто скажем для всех русскоговорящих. Большое вам спасибо. В 2008 году, когда я начинал это, и когда в 2012 году я первый раз дрался, подписали UFC, очень многие не верили, очень многим это было невозможно. Я простой парнишка из обычного горного села Дагестана, приехал сюда. Вчера мне брат даже говорит, Google сказал, что ты самый обсуждаемый человек на планете. Я просто не мог в это поверить, потому что просто вы сами представляете, да, у меня даже в голове этого всего не было. Я просто хотел вместе с отцом мы шли, просто хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Алхамдулилля. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, и все.
У меня один остался родитель, это моя мама. Я хотел бы побольше времени уделить. You have left an indelible imprint on this sport, and we Ты congratulate you as you оставил walk away отпечаток на этом 29-0. спорте. There's only one Khabib Nurmagomedov. We Есть wish you только a один safe trip Хабиб home, and Нурмагомедов. we look forward to your UFC Hall of Fame induction in a Мы few years. с нетерпением Congratulations. ждем включения тебя в зал славы UFC. I love you, brother. Ladies and gentlemen, the undisputed UFC lightweight Честно champion говоря, тяжело Khabib говорить вообще Nurmagomedov. что-либо после этих слов от Хабиба. And we skip Замечательные over here слова. and talk to another one of the best pound for pound Трогательная fighters in речь the world, all class for и sticking очень around. правильная речь. Justin согласитесь. Gaethje, Действительно. obviously a lot to digest, but your thoughts on the Justin fight as long Gaethje. as it lasted, my man. Man, I felt alive. That's why I stepped in here, man. I asked my coaches if they're ready to feel alive every time I step in here, and you know, again. В нашей программе еще один поединок. Магомед Анкалаев против Иона Куцелабы. Супер-реванш, который состоялся несколькими часами ранее в рамках этого же карда. Совсем скоро, после рекламы.